Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на нашем семинаре, который посвящен очень актуальной проблеме. Это формирование функциональной грамотности при обучении школьников приемам первой помощи с использованием оборудования Центра «Точка роста». Обсудим с вами следующие вопросы. Это определение и виды функциональной грамотности, характеристика уровней сформированности функциональной грамотности. Рассмотрим характеристику естественно-научной функциональной грамотности и структуру заданий, контекстных заданий, которые направлены на формирование и проверку естественно-научной грамотности. И рассмотрим опыт формирования естественно-научной функциональной грамотности при обучении приемам первой помощи, которые предоставили нам педагоги нашей республики. Но это не значит, что опыт у нас будет представлен в самую последнюю очередь. Опыт он будет следовать вслед за теорией или наоборот. Опыт будет предшествовать описанию теории. И таким образом мы с вами рассмотрим опыт, который представляют наши уважаемые эксперты. С нами, как всегда, Инта. Большое спасибо ей за это. Это учитель, это преподаватель-организатор ОБЖ Пономарев Иван Викторович. Это педагоги из гимназии номер 3 города Инты и представитель Сыктывкара Лещиков Сергей Александрович, который сегодня присутствует у нас в студии. Мы очень ему благодарны за представленный опыт. Сергей Александрович является преподавателем-организатором гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина города Сыктывкара. Итак, начнем наш семинар с определения понятия «функциональная грамотность». Нужно сказать, что это понятие не является принципиально новым, и формирование этого качества личности тоже не будет инновационным, потому что в действующих в ГОС, а в обновленных в ГОС закреплен системно-деятельностный подход, который является методологической основой формирования функциональной грамотности. А в обновленных в ГОС уже четко прописано о том, что формирование функциональной грамотности – это одно из условий реализации нового, обновленного, федерального государственного образовательного стандарта. Основная идея системно-деятельностного подхода заключается в том, что главной задачей образования является не отдельные знания и умения, а готовность и способность обучающихся применять полученные знания и умения в различных социально значимых ситуациях. Ну и в своей обыденной жизни, учебной жизни, бытовой, любой человек, так или иначе, он проявляет свою функциональную грамотность. Функциональная грамотность многогранна, и мы постоянно реализуем это наше качество в нашей жизни, решая большие или маленькие проблемы. Но сейчас главным направлением формирования функциональной грамотности, конечно же, является это читательская, математическая и, естественно, научная грамотность, которые проверяются международными сопоставительными исследованиями. Обратим внимание на то, каков уровень сформированности различных видов функциональной грамотности у обучающихся Республики Коми по сравнению с общими российскими показателями. Обращаем внимание, что любой вид функциональной грамотности, он подразделяется на 6 уровней. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот там, где показана у нас Республика Коми, на единицу, примерно на единицу, уровень несколько ниже, чем общероссийский уровень. Обратите также внимание на то, что, вот, например, по естественно-научной грамотности мы уже отстаем от российских показателей не на единицу, а на целых 2 единицы, на целых 2%.
Ну и если будем сравнивать уровень сформированности, высокий уровень сформированности, то здесь мы тоже наблюдаем сравнение не в нашу пользу. Какими же критериями характеризуются уровни сформированности функциональной грамотности? Если мы говорим о первом и втором уровнях, то здесь речь идет о том, что учащиеся могут использовать для решения поставленной задачи только какой-то один элемент знания, не могут объяснить какое-либо явление, процесс, не могут самостоятельно выявить какие-либо закономерности. Ну, то есть это те учащиеся, которые привыкли решать поставленную задачу на репродуктивном уровне и в основном выполняют очень простенькие тестовые задания с выбором одного ответа из 4. Учащиеся второго уровня уже могут различать выводы, но опять же то есть уровень владения каким-то сформированным понятием еще низкий, и выводы они могут только различать, а не самостоятельно выводить. Причем эти выводы будут перечислены опять же в нескольких позициях. Учащиеся третьего уровня, они могут, опять же, распознавать или строить объяснения на основе известных уже им фактов, то есть по аналогии. Например, на уроках какую-то закономерность изучили, ребенок научился объяснять влияние какого-то одного фактора на состояние здоровья человека, ну и по аналогии, по такому же алгоритму ребенок пытается выстроить объяснение о том, как же другой будет фактор влиять на состояние здоровья. Ну, например, вот таким вот образом, например. Учащиеся 4 уровня способны уже к обоснованию, но опять же в знакомых учебных ситуациях. И учащиеся достигшие 5 или 6 уровня, они могут уже применять сформированные понятия и умения для объяснения неизвестных им каких-либо ситуаций. То есть это вот как раз именно будут уже ситуации такие, которые в основном и предлагаются в заданиях типа ПИЗа. Среди всех видов грамотности мы определяем естественно-научную грамотность, именно ей отдаем приоритет. Обращаем внимание, вот здесь вот подчеркнуто на слайде, что естественно-научной грамотности придается гражданская позиция. Ну, вроде бы, что тут такого? Естественные предметы, физика, химия, биология, причем же здесь гражданственность. А дело в том, что именно владея данным качеством, которое зависит от уровня образования, человек готов отстаивать какие-то свои жизненные позиции, принимать участие в решении проблем, от которых зависит благополучие семьи, общества и государства. Не зря в обновленных госстандартах именно выделяют 3 предмета из 5. Это биология, физика, химия, далее математика и информатика, которые будут изучаться на углубленном уровне. То есть уже заложено это у нас в обновленных стандартах. Но это значит, что естественно-научным предметам будет в дальнейшем придаваться очень большое значение. Ну вот, например, эта вот иллюстрация, она как раз нам и показывает, что действительно именно владея естественно-научными знаниями можно решить вот такие вот чисто очень важные глобальные проблемы. И при решении этих проблем ученик, он как раз овладевает различными компетенциями, научно объяснять явления, проводить научные исследования, то есть организовывать или проектную деятельность, или проводить какие-либо учебные исследования, интерпретировать данные, приводить доказательства.
И при изучении основ медицинских знаний мы тоже можем предложить ученикам для обсуждения вот такие вот важные на сегодняшний день проблемы. Каким требованиям должны соответствовать лекарственные препараты? Могут ли не специалисты оказывать в чрезвычайных ситуациях первую помощь? Насколько нравственно использовать стволовые клетки эмбриона человека в научных исследованиях? Ну, животрепещущий такая вот проблема, как прививка. Это личное или общественное дело. Очень важно, чтобы ребенок мог проводить различные исследования, мог использовать данные для того, чтобы объяснять, устанавливать взаимосвязь, как научные открытия в различных областях науки влияют на технологии, которые обеспечивают сохранение и восстановление здоровья человека. То есть вот эти вот проблемы как раз вот и можно рассматривать в качестве контекстных задач. Так. Ну а сейчас мы слово предоставим Пономареву Ивану Викторовичу, преподавателю-организатору ОБЖ из школы номер 10 города Инты. Пожалуйста, включите. Да, это. Добрый день. Я Пономарев Иван Викторович, преподаватель и организатор ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 10 города Инты. Представляю вашему вниманию опыт нашей образовательной организации в формировании у обучающихся функциональной грамотности при обучении приемам оказания первой помощи с использованием ресурса центра «Точка роста». В 2020 году на базе нашего учреждения был открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где одним из направлений работы с детьми стало формирование функциональной грамотности по основам безопасности жизнедеятельности. Данный модуль реализуется через учебную деятельность, уроки ОБЖ в 8-11 классах и внеурочную деятельность, реализацию образовательной программы «Кадетский класс», основы комплексной безопасности в 5-6 классах, деятельность военно-патриотического спортивного клуба «Турист», клубов юных инспекторов движения «Патруль», дружины юных пожарных и юнармия в 7-11 классах, а также различные тематические мероприятия, такие как игра «Зорница», «Призывник» и другие. Благодаря ресурсам центра у учащихся появилась возможность больше изучать, постигать и совершенствовать свои навыки в области оказания первой помощи, перейти от теории к практике. Практическое применение знаний реализуется через использование наглядного материала, таких как набор имитаторов различных ран, повреждений, ожогов разной степени поражения, средств оказания первой помощи, жгуты, бинты, шины, накладки и многое другое. Манекенов, тренажеров взрослого человека и ребенка для отработки правильного механизма оказания помощи при осуществлении искусственного дыхания пострадавшему. Богатая мультимедийная база цифровых образовательных ресурсов по теме «Первая помощь пострадавшему». Например, манекены, тренажеры взрослого и ребенка, приборы для отработки приемов непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, прекардиального удара, наложения повязок, жгутов, шин и транспортировка из труднодоступных мест до прибытия бригад скорой помощи. Манекен-тренажер помогает отрабатывать согласованность действий группы обучающихся спасателей, а также их эффективное взаимодействие в вопросах сохранения жизни одного человека. Данное оборудование легко использовать в учебных аудиториях, на полигонах, полностью имитирующих реалии несчастного случая, катастрофы или теракта, на конкурсах профессионального мастерства. Вот лишь один из примеров использования данного оборудования. Вы обнаружили неподвижно лежащего человека. Ваши действия: убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи. Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо». Клиническая смерть начинается с остановки кровообращения. Признаки клинической смерти:
отсутствие сознания, дыхания, отсутствие пульса на сонной артерии. Реанимация не проводится при явных признаках биологической смерти при травме, несовместимой с жизнью. Больной укладывается горизонтально на жесткую поверхность. Очистка ротовой полости, голова на бок. Восстановление проходимости дыхательных путей. Если реаниматор 1, 2 вдоха, 15 надавливаний. Во время вдоха нельзя осуществлять надавливание. Исход реанимации. Появление самостоятельного дыхания и кровообращения. Использование. Хорошо. Поблагодарим Ивана Викторовича за представленный профессиональный опыт. Иван Викторович обобщил для нас, что любая форма организации учебного процесса, она несет в себе возможности формирования у учащихся функциональной грамотности, то есть использовать свои знания и на уроке, и в неурочной деятельности, в программах реализации дополнительного образования, в формах клубной работы, военно-патриотических играх. То есть везде найдется ситуация, которую можно создать для того, чтобы обучающийся продемонстрировал способность, готовность выполнять приемы первой помощи, а самое главное – правильно. Но для того, чтобы научить сформировать у ребенка функциональную грамотность, одних таких вот ситуаций недостаточно. И мы давайте с вами вспомним, что именно урок является той единицей учебного процесса, в ходе которого и идет формирование различных планируемых результатов. Предметных, метапредметных и личностных. И совокупность сформированных знаний, умений, качества личности формирует, естественно, научную функциональную грамотность. Ну а для того, чтобы эти все планируемые результаты были достигнуты, нам необходим дидактический комплекс. Это педагогические технологии, это учебно-методический комплект и задания, специально разработанные задания по формированию и оцениванию функциональной грамотности. Рассмотрим структуру задания, которая направлена на формирование функциональной грамотности. Я расскажу теорию, такие общие теоретические сейчас положения, которые затем прокомментирует Сергей Александрович. Сами задания носят контекстный характер и являются многокомпонентными. То есть в этих заданиях нам нужно научиться выделять типы сами контексты, и контексты объединяются, то есть содержание этих заданий, оно может объединяться в зависимости от того модуля программы, который вы сейчас изучаете. Следующие блоки – это контексты, посвященные здоровью, природным ресурсам, окружающей среде, опасностям, рискам, и задачи могут содержать в себе информацию о связи науки и технологий. При решении контекстных заданий реализуются многочисленные компетенции, о которых у нас будет отдельный слайд. И сами задания можно объединить, содержание заданий можно объединить в две группы по типам знания, которые они содержат. Это может быть содержательное знание, то есть теоретическое какое-либо знание, и процедурное знание, то есть знание о методах исследования. И любая задача может быть поставлена на 3 уровнях – низком, среднем и высоком уровнях. Итак, содержание контекста может быть посвящено какому-то одному из названных блоков. Причем я наблюдаю, что у нас присутствуют сейчас и учителя биологии в том числе, и
вы в своем предмете также можете вот выделить самые различные контекстные задания. Но у нас получается даже и в биологии это будет и здоровье, это будут и природные ресурсы, и окружающая среда, это могут быть и биологические опасности. Связь науки и технологий, она обязательно будет. Следующий тип научного знания. Значит, в самом контекстном задании может быть два вида текста. Это текст теоретический, который посвящен каким-либо сведениям из различных областей наук. Это живые системы, неживые системы, науки о Земле и Вселенной, и процедурное знание, то есть знание о разнообразных методах, которые используются для получения вот этого теоретического содержательного знания. Так, вот. Какие компетенции проверяются? Я тогда обошла этот вопрос стороной, сказала, что рассмотрим позже, потому что все компетенции, их можно объединить в три группы: научное объяснение явлений, понимание особенностей, естественно, научного исследования и интерпретация данных, которые представлены в виде таблиц, графиков, диаграмм. И, в свою очередь, каждая из этих компетенций, она предусматривает владение каким-либо умением. И в итоге любое контекстное задание мы можем представить на разных уровнях сложности или на разном когнитивном уровне. Самый высокий уровень, это, конечно, они будут соответствовать 5-му и 6-му уровням согласно ПИЗе. Это высокий уровень, анализировать сложную ситуацию или данные, обобщать, оценивать, доказательства обосновывать, то есть использовать весь арсенал знаний и умений для того, чтобы выполнить задание, причем можно даже это задание представить как совершенно для учащихся инновационное задание, те, которые как раз и представлены в ПИЗе. Средний уровень – это проверяет умение применять понятийные знания для описания или объяснения явлений, выбирать соответствующие процедуры. Но отличие здесь в чем? В том, что ребенок выполняет такие задания, например, как выбрать несколько правильных ответов из нескольких, например, из 6. Он самостоятельно выполняет задания на соответствие и умеет читать таблицы, диаграммы, графики. Или наоборот, на основе текста составляет таблицы, диаграммы и графики. И низкий уровень это когда ребенок выполняет одношаговую процедуру. И вот, к сожалению, у нас очень много таких вот проверочных работ, которые разрабатываются для промежуточной аттестации, когда контрольная работа составлена из очень простых, примитивных тестовых заданий с выбором одного правильного ответа на базовом уровне. И, например, или ребенку приходится, например, такое задание, как сформулируйте определение или дополните термин. То есть это все задания, они характеризуются на низком познавательном уровне и по категории ПИЗа оцениваются довольно-таки низко. Но Сергей Александрович Лещиков, он является у нас специалистом в данной области, он уже продвинулся в разработке функциональных задач, и сейчас мы предоставляем слово. Пожалуйста, Сергей Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, тема у меня методическое формирование умений оказания первой помощи на основе контекстных задач. Я сам... Можно стрелкой или сюда? Итак, под функциональной грамотностью обычно понимается способы человека вступать в отношения с внешней средой и максимальное быстрое адаптирование функциям в ней. Степень функциональной грамотности определяет знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими функционирование личности и системы в социальных отношениях. Функциональная грамотность, как метапредметный образовательный результат и уровень образовательного
образованности подразумевает использование полученных знаний и решение актуальных проблем, обучение в общении, социальных и личностных взаимодействий. Не хочет. Немножко медленно. Ситуационная задача представляет собой описание ситуации, которую надо решить, ответить на вопрос, носящий проблемный характер, и выполнить задание, которое демонстрирует действия и знания. Такие задания могут представлять собой проект, памятку, инструкцию, другой презентабельный практический результат. Для ситуационной задачи обычно подбирается название, которое отражает либо основные содержания ситуации, либо проблему, на решение которой ситуация направлена. Многие ситуационные задачи предусматривают работу с текстами разных видов, тем самым анализ которых развивает читательскую грамотность. Рекомендуется использовать набор взаимосвязанных ситуационных задач, вызывающих интерес и чувство сопереживания. В содержании ситуационных задач, как правило, включаются реальные, типичные современные сюжеты. Итак, для эффективного формирования функциональной грамотности применимы коммуникативные, творческие, игровые методы, дискуссии, дебаты, проекты, упражнения, игровые задания. Коммуникативное умение – это умение ясно и четко излагать мысли, избежать аргументировать, слушать, слышать, взаимодействовать в процессе общения и другое. Данное умение позволяет использовать адекватные ситуационные речевые средства при создании собственных текстов для представления различных видов информации, полученных в процессе информационной переработки текста и представленного в различных формах. Итак, к основным коммуникативным умениям относятся следующие умения. Это извлекать нужную информацию, понимать, правильно интерпретировать информацию, убеждать, аргументировать, отстаивать позицию, собирать и систематизировать материал в соответствии с задачей, формулировать вопрос, использовать различные типы речи, описание, рассуждения, редактировать тексты, четко, логично излагать мысли, отбирать и использовать речевые средства для развернутого ответа в соответствии с нормативами языка. Отличительные особенности контекстных задач, применяемых при обучении, это значимость получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию. Условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из различных предметов, на которых нет явного указания в тексте задачи. Информацию и данные задачи могут быть представлены в виде рисунка, таблицы, схемы, диаграммы, графика, что потребует распознавания объектов, в том числе информационных. Явные и неявные указания области применения результата, полученным при решении задачи. Итак, контекстным задачам предъявляются следующие требования. Задача должна опираться на реально имеющийся учащегося жизненный опыт, представления, знания, взгляды, мнения, предпочтения и другое, что позволяет преодолевать формализм знаний, который проистекает из несовпадения разрыва между устойчивыми житейскими представлениями и новыми учебными понятиями. Также задача должна обладать принципами определенностью и открытостью, не иметь эталона правильности, а предполагать множество вариантов ответов и решений, что устанавливает возможность проявления внутреннего препятствия, страха перед неудачей, боязнью ошибиться. И хотя уровень сложности этих задач может быть разный. Задача должна быть нестандартна, оригинальная, иногда даже парадоксальна по содержанию и обеспечивает эффект новизны, вызывая интерес или интригу.
Итак, эта задача может быть ловушкой. В ней свернута или заключена проблема, которая соответствует основной идее учебного занятия. Что-то я устал. Итак, значит, ввиду того, что у нас в гимназии Пушкина мы находимся как бы пилотная программа, которая со следующего года начинает вступать по всей республике с 1 сентября. Мы являемся пилотной по новой программе предмета ОБЖ. Значит, задачи дидактические, формирование функциональной грамотности, в принципе, для этого предмета ОБЖ, как правило, нету. То есть в ПИЗа описаны как бы малая часть, но чтобы составить вот эти функциональные задачи, я использовал принцип ФИПИ. То есть на сайте ФИПИ я в разделе «Биология» я обнаружил, что есть такая задача, и на основании этой задачи стал составлять свои. Ну, давайте посмотрим какие-нибудь. Итак, задание первое. Эта задача идет для 8 класса. Тематическая принадлежность – это основа медицинских знаний и оказания первой помощи. Первая помощь при кровотечениях. Уровень – это базовый. Форма задания. Плохо вижу. Задание с разъяснением, ответом требует составления инструкции с опорой на предложенные понятия с указанием содержания инструкции. Итак, содержание задания следующее. Составить инструкцию по остановке артериального кровотечения, включающая 6-7 обязательных пунктов, необходимо учитывать, что инструкция – это документ, содержащий правила оказания или руководство, устанавливающее порядок и способ выполнения чего-либо. Итак, для написания данного документа, инструкции, следует использовать следующие понятия. Это резиновый жгут, марлевая повязка стерильная, палочка-закрутка, бинт, лист бумаги, мягкая ткань, кусок ткани и кровотечение. В написании инструкции можно пользоваться следующими двумя слайдами. Это жгут и бинт. Так, дальше. Следующая страница. Итак, перед вами есть небольшая инструкция. Значит, в ней есть следующее. Да, при записи ответа использовать приведенную ниже форму. То есть она должна быть у нас из 5-7 пунктов и соблюдая нормы литературной и письменной речи. Итак, инструкция составляется детьми самостоятельно, используя знания, которые они получили в ходе предмета ОБЖ, а также в ходе предмета биология. Ну и также дается ответ, образец ответа, на который дети должны прописать в инструкции. Это, значит, первое, смотрите, освободить предплечье от одежды, ну и останавливается кровотечение. Да, выше... Да, это уже не надо. То есть вот такое вот задание. Следующее. Также вот на основе вот этой задачи я сделал следующую, как бы уже получается она своя. То есть тут идет 9 класс, базовый уровень. Да, тоже необходимо составить инструкцию по оказанию первой помощи при кровотечении. Составить инструкцию с применением вот этих средств, которые находятся ниже, то есть расписать назначение этих средств. То есть мы видим, что у нас тут есть. У нас есть кровоостанавливающие жгуты, перчатки, перевязочный пакет, спасательное одеяло, ножницы, палочка, бинты и блокнот с ручкой. Дальше. И вот тут у нас показано, что нам необходимо разработать инструкцию, для каких целей предназначить те или другие предметы. Давайте 6-ю.
Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот на сколько баллов оцениваются такие вот задания на составление инструкции на базовом уровне? Значит, смотрите, в 2017 году я был, как называется? Где я был? Значит, смотрите, в 2017 году впервые ВПР по ОБЖ было, да? Вот национальное исследование качества образования. Да, национальное исследование было. Я был экспертом. Экспертом был в 2017 году. В этом году, в 2020 году, да, мы, группа из 7 человек, были экспертами по СПО, среднеспециальной образовательной организации, писали комплексное задание по функциональной грамотности. В этих заданиях было русский, математика, обществознание, география, ОБЖ. Вот, то есть мы были экспертами, 7 человек с города Сыктывкара, и проверяли, почти, получается, 37 учебных заведений, в которых проводили ВПР. Вот, как правило, такие задания оцениваются в 4 балла. А последовательность нет, у вас здесь просто на то, какие средства нужно выбрать, да, для того, чтобы оказать помощь. Логики здесь нет, да? Нет, тут нету. Главное, что правильно выбрали. Что правильно выбрали, да. Также предлагаю вам посмотреть вот эту задачу, да, то есть что необходимо здесь? Нужно сопоставить вид травмы и название. То есть дети должны сопоставить и определить под буквами А, Б, В, расписать, какой вид кровотечения. А также необходимо сделать следующее. Не, вот. Она на одной странице получается, да? То есть перед вами есть способы остановки кровотечения, и дети должны выбрать тот или иной способ кровотечения и расписать, каким способом можно остановить капиллярное кровотечение, артериальное и венозное. Хорошо. Так. Хватит. Достаточно, да? Спасибо. Если мы так будем рассматривать по структуре контекстных заданий, то получается, что такие задания, они все-таки очень примитивные, получается, низкого уровня сложности. Нет, там есть... Когнитивно. Но в данном случае то, что вы нам показали, все-таки это задания, которые демонстрируют низкий уровень познавательной деятельности. Потому что здесь дети должны просто уже вспомнить на основе уже имеющихся знаний, выполняются задания. И порой даже, у нас когда 23 марта будет занятие в нашей онлайн-школе по проблеме оценивания уровня сформированности функциональной грамотности, то нам нужно будет обязательно разобраться с критериями оценивания, потому что у нас чаще бывает так, что если учащийся правильно выполняет задание, то мы ему ставим, конечно, 5, но если такого урода задания будут на международных исследованиях, то это уже низкий уровень когнитивности. Так, хорошо, продолжим. Так, итак, давайте еще раз посмотрим структуру контекстных заданий на оказание первой помощи. Так, содержание контекста здоровья, тут никаких проблем нет. Тип научного знания – это все, что касается человека, его анатомии, физиологии, гигиены, санитарии. Процедурное знание – это знание о методах научного исследования, в том числе и в медицине. И возьмем компетенции. Научное объяснение явлений. Большое спасибо, Сергей Александрович, что вы нам показали эти задачи свои, да, но здесь нет задания на научное объяснение. Понимание особенностей научного исследования. Так, вопрос остается в воздухе. Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов. Может быть, то, что дети должны выбрать из предложенного набора средств оказания первой медицинской помощи можно, и, может быть, здесь мы как-то поставим эту компетенцию. И договорились, что это все-таки низкий, может быть, чуточку повыше познавательный уровень. Перейдем теперь к нашим следующим экспертам из ИНТы. Это учитель ОБЖ
Торлопов Станислав Павлович и учитель биологии Попов Александр Васильевич. Пожалуйста, предоставим им слово. С 1 сентября 2020 года в гимназии номер 3 начал работу Центр цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». Тема нашего выступления – формирование навыков оказания первой помощи при переломах и ранениях с использованием оборудования «Точка роста». Формирование функциональной грамотности у учащихся – это неотъемлемая и обязательная составляющая подготовки их к жизни в современном обществе. А где еще, как не на уроках ОБЖ и биологии, готовить детей к жизни? На своем уроке мы ставили цель формировать у учащихся функциональную грамотность для того, чтобы каждый ученик понимал, что от его знаний и умений зависит его жизнь и жизнь его близких, чтобы каждый обучающийся активизировался и начал работать более активно и плодотворно. Мы решили, что наилучшей демонстрацией работы на оборудовании «Точка роста» будет проведение бинарного урока ОБЖ и биологии по теме «Формирование навыков оказания первой помощи при переломах и ранениях». Раздел оказания первой помощи занимает значительную часть программы предмета ОБЖ. Также в предмет биологии включена эта тема. В предмете биологии очень хорошо раскрывается механизм оказания первой помощи с точки зрения строения организма человека. А вот на уроках ОБЖ как раз-таки ученикам дается отличная возможность отработки навыков с учетом полученных знаний. При планировании занятия мы использовали проблемные технологии формирования критического мышления. Если для формирования представления о строении организма человека достаточно ноутбука и проектора, то для выработки практических умений и навыков самым лучшим образом подходит оборудование «Точки роста». Перед тем, как ставить перед обучающимися задачу оказания первой помощи с помощью подручных средств, мы провели с ними занятия, направленные на формирование навыков оказания первой помощи с использованием оборудования «Точки роста». Мы использовали тренажер-манекен Александр 04, комплект шин транспортных и мобилизационных, комплект имитаторы ранений и поражений. Перед тем, как приступить к практической части занятия, мы познакомили детей с видами переломов и необходимости оказания первой помощи. Для того, чтобы уложиться в отведенное время, мы самостоятельно выбрали тип травм, который имитирует манекен. Мы смоделировали ситуацию, в которой недалеко от гимназии машина сбила пешехода. При осмотре выяснилось, что у пострадавшего открытый перелом предплечья. Задачи. Обездвиживание поврежденного сегмента конечности достигается путем наложения на предплечье шины, наложения кровоостанавливающей повязки. Открытые переломы сопровождаются кровотечением, которое необходимо при оказании первой помощи остановить или ослабить. Для этого достаточно наложения тугой бинтовой повязки на место повреждения. Если кровотечение достаточно сильное и пульсирующее, например, артериальное, необходимо наложить жгут на конечность, но не более чем на 1,5 часа. Оборудование «Точки роста» позволяет сформировать у обучающихся представление об основных принципах оказания первой помощи. Например, складная иммобилизационная шина, входящая в комплект оборудования, дает детям четкое представление о том, как должна располагаться поврежденная конечность во время фиксации. Имитатор ранений, который мы использовали для обозначения места выхода сломанной локтевой кости через кожные покровы, отчасти создает представление о реалистичности травмы. После того, как было сформировано представление об оказании первой помощи и обучающиеся ее оказали, мы смоделировали ситуацию, в которой необходимо оказать помощь, но уже с применением подручных средств. В качестве подручных средств мы использовали обычные деревянные шины, которые в экстренной ситуации можно заменить любыми палками. Основные трудности у детей возникли в связи с тем, что шины из комплекта оборудования легко трансформируются и принимают нужную форму, в отличие от подручных средств, которые нужно было правильно соединить для иммобилизации конечностей пострадавшего. Подводя итоги, мы хотим отметить следующее. Изложенные образовательные технологии позволяют развивать и поддерживать интерес к процессу обучения, достигать положительных результатов в обучении и в неурочной деятельности.
Использование оборудования «Точка роста» позволяет сделать образовательный процесс более наглядным и интересным для обучающихся. Использование оборудования позволяет научить применять знания учащимися на практике. На нашем бинарном занятии очень хорошо зарекомендовала себя технология критического мышления. Обучающиеся пусть не сразу, но все же справились с изготовлением и наложением шины из подручных средств. Спасибо за внимание. Так. Спасибо большое экспертам из гимназии номер 3 города Инты. Они нам напомнили о забытой такой же форме проведения урока, как бинарном уроке. И этот опыт нам, конечно же, очень интересен, и попытаются, наверное, уже ряд преподавателей его использовать в своей практике. Очень хорошо, что здесь педагоги демонстрируют возможность использования таких педагогических технологий, которые активизируют мыслительную деятельность учащихся. Это проблемная технология и технология критического мышления. Так, а мы с вами сейчас продолжим разбор контекстных задач, которые будут способствовать формированию функциональной грамотности. Так. Давайте продолжим вот как раз вот идею учителей из Инты, так, и решим такую вот контекстную задачу, попытаемся составить контекстную задачу вот на тему, какие подручные средства и почему нужно использовать при переломе X. Значит, приступая к разработке контекстных задач или интерпретации задач, которые предложены нам Институтом развития образования или ФИПИ, так, значит, любую задачу мы должны разложить на те составляющие, о которых я говорила. Итак, это содержание контекста: здоровье, тип научного знания – это человек, компетенции, научное объяснение явлений. Итак, одно из умений – это применять соответствующие естественные научные знания для объяснения явления. Здесь как раз вот мы очень хорошо, педагоги, установили взаимосвязь с анатомией человека, и здесь уже ребенок должен вспомнить особенную анатомию той части тела, которая подверглась перелому, и объяснять, какие же правила и почему нужно использовать в данной ситуации. И создавать таким вот образом объяснительные модели. Вот обратите, пожалуйста, внимание, что вот в этом пункте номер 2 курсивом у меня выделено другое умение, это возможность решения обратной задачи по представленной модели узнать и описать явление. Далее, третье умение, которое относится к категории научного объяснения, это делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления. И вот интересная такая ситуация. Значит, предложить обучающимся, а что произойдет, если не оказать первую помощь. Это тоже будет контекстная задача. То есть почему мы стремимся оказать первую помощь в той или иной ситуации. Значит, вот когда вы будете составлять или анализировать задание, так, то, пожалуйста, вот вспомните вот эту вот структуру контекстной задачи. Обязательно нужно определять, какие же компетенции вы формируете у детей. Так. Или, например, вот такая вот компетенция, продолжение слайда, как научное объяснение явлений. Вот, например, здесь мы можем предложить ученикам следующую задачу. Вот объяснить, на основе каких знаний анатомии, физиологии организма человека вот, разработаны следующие средства оказания первой медицинской помощи. Ну вот, например, раздвижная складная шина или мешок для искусственной вентиляции легких. Тут тогда уже, особенно вот, когда речь идет о мешке, так, то здесь уже нужно вспомнить и даже и физические явления, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность. Рассмотрим пример контекстной задачи, которая представлена здесь же на слайде. Я очень люблю, когда читаю художественную литературу или просматриваю фильмы, репродукции художественных картин, находить что-либо связанное с медициной. И
когда смотришь старые фильмы или фильмы о XIX веке, так, то там довольно-таки часто слышится слово «корпия» как средство, которое применяется в случае кровотечений. И вот у меня получилось вот такое вот контекстное задание. Вроде бы здесь речь идет и о корпии, которая является аналогом ваты, ну и такой вот вопрос вытекает, какое значение имеет вата. Это задание, конечно же, можно классифицировать как низкого уровня когнитивной познавательной деятельности. Но, тем не менее, думаю, у ребят вызовет интерес. Можно попросить ребенка в качестве домашнего задания, попросить у мамы ткань и нащипать из этой старой хлопчатобумажной ткани корпии. Что получится? Много ли тут нащиплешь ее? И высказать свое мнение о достоинствах и недостатках этого средства. Так, рассмотрим другой еще вариант задания. Довольно-таки часто в качестве примера формирования первой помощи приводят ситуацию, когда нужно провести сердечно-легочную реанимацию. И, например, уже многие дети, особенно к 8-му, к 9-му классу, у них владеют представлением о том, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. И сразу же вы получите ответы, что нужно там надавить на грудную клетку и сделать какие-то вдохи-выдохи. Так? То есть это уже учащиеся знают, так более или менее. Но можно предложить такой вот вариант, найти такой вот рисунок, где показаны приемы сердечной реанимации, и попросить детей установить, в чем же различие оказания первой помощи людям разного возраста, и затем уже по ходу урока найти ответы на поставленный вопрос, а почему же по-разному нужно оказывать такую вот первую медицинскую помощь. На основе одного и того же слайда можно предложить и другие задания. Обращаю внимание на последнее предложение, что мы практически не используем такой вот прием, как обосновать дальнейшее развитие событий в той или иной ситуации. Что произойдет, если все у нас будет хорошо, а что произойдет, если очень сильно надавить на грудную клетку. Допустим, такая же тоже ситуация, значит, один спасатель, подросток говорит, давай надо сильно нажимать на грудную клетку, другой говорит, так нет, не надо так сильно делать. Смоделировать ситуацию, а что же произойдет, если сильно нажать на грудную клетку, например, у подростка, или на грудную клетку у маленького ребенка. Значит, что я хочу сказать, что знание компонентов, контекстных задач, оно позволяет педагогу на основе одного только содержательного какого-то элемента нашей программы разработать довольно-таки большой веер заданий разного уровня сложности, от низкого уровня сложности к высокому уровню сложности. И, конечно же, этот набор задач можно использовать на разных этапах урока. То есть какие-то задачи поставить как проблемные в самом начале урока, какие-то задачи решать по ходу изучения нового материала, формируя на основе этих задач необходимые понятия и умения, какие-то задачи вынести на самопроверку. То есть найдется место в уроке самым различным задачам. От того, как вы их скомпонуете, это уже ваше дело. Как раз надо было мне на этом слайде-то и сказать, что все-таки те компоненты, о которых мы сегодня с вами говорили, все-таки их нужно выделять и научиться правильно использовать. На этом наша официальная часть семинара заканчивается. И на прощание я анонсирую мероприятие,
так, которые у нас произойдут в марте. Итак, 10 марта это семинар. Мы продолжаем тему профориентационной деятельности обучающихся, значит, которая осуществляется на основе оборудования наших центров цифровых в урочной и в неурочной деятельности или в системе дополнительного образования. Все выступающие говорят о том, что благодаря оборудованию центра сформировано новое образовательное пространство, в котором есть место для удовлетворения самых разнообразных познавательных интересов, склонностей и способностей детей. И большое сейчас внимание уделяется профессионально ориентированной деятельности. Речь даже идет о формировании предпрофессиональных компетенций через урочную и неурочную деятельность. Вот этой теме будет посвящен наш следующий семинар. Пожалуйста, принимайте участие. И 23 марта методический семинар «Диагностика функциональной грамотности». Мы с вами продолжим тему функциональная, естественно, научная грамотность, а может кто-то из вас выступит с темой читательская функциональная грамотность, математическая функциональная грамотность. Пожалуйста, мы ждем ваших интересных выступлений. Нужно, прежде чем вы будете выступать, вы, конечно же, свяжетесь со мной, так, Новиковой Ириной Дмитриевной, по рабочему телефону или напишите мне на электронную почту. Я думаю, что у нас следующие семинары пройдут уже более так интересно, более значимо, потому что мы с вами разобрались, а что такое контекстная задача. Спасибо за внимание, до свидания. Вопросы? Есть у нас вопросы? Вопросов нет. Ну что же, значит, мы все понятно объяснили.